Ребята, доброе утро. Я уже сбился со счета. 5-й день вроде нашей, точнее моей экспедиции в Тверской области. 8 утра, топаем на лед. Андрюха Пашу зацепил на снегоходе, а я пешочком. Погодка сегодня, ребят, такая ветреная. Ну и вроде обещают дождь. Сегодня солнышко не будет. Очки почему-то одел. В общем, такие дела. Вчера шикарный день был, конечно, насыщенный такой. Ребята приехали, Андрюха, Серега, пацаны, большой привет вам. Куча подарков надарили. Посидели, шашлычок вчера. Красота. Короче, 18 плюс был, ребят, денек. Ну что, как обычно, проверка желез, речь. У нас заканчивается живец. Паша, скорее всего, поедет в село за живцом. Там есть, ну, у него есть там люди, которые ловят, продают. Нам надо еще штук 25, чтобы достоять. Андрюха подъехал, сказал, что у нас 2 подъема вроде, а у него загаров нет. Так что такие дела. Топаем. Сегодняшнее утро прям не задалось. У нас было 2 подъема и оба холостые. Судак брал, выматывал. Хорошо трепал живца, но почему-то не загладывал и выплевывал. В совокупности по снастям я сравнивал то, что не только наши жерлицы, но и у Андрея, у Сергея, и ребята рядом стояли. В этот день сработки были, но результат был плачевный. В общем, ни у кого ничего не попалось. Ничего не оставалось, как кормить леща. Благо он поклевывал эти дни. Вот сегодня будем сидеть проверять. Как обычно, закорм стартовый. Многие писали, что много кормлю. Не знаю, ребят, по кормушечке, в луночку с мотыльком в периодичности там 2-3 часа. Мне кажется, не особо и много. Сегодня было прохладно, ветрено. Ну, как вы знаете, Паша у нас немножко болеет. Взяли у Андрея газовый баллон, чтобы немножко отопить палатку, чтобы было немножко теплее. Я поймал одного небольшого подлещика. Просидели мы, наверное, 2-3 часа. В общем, были небольшие шевеления, были небольшие поклевки, но лещ тоже отказывался брать. В общем, сегодня, ребята, перемена погоды и рыба перестала ходить, клевать. С утра у нас были небольшие загары, тоже непонятно, флажки поднимались, но рыбу так мы и не увидели. В общем, утрянка показала такое себе. Ну, уже крайние денечки, так что добиваем, ребята, рыбалку. В общем, приятного просмотра. Понеслась. Ну что вы, бродяги, долго спите? Вы поспать, да? Я Вы такая, ёбаный рот. Да ладно. Здорово, брат. Привет. О, ништяк, молодцы. 5 поклёвок. 2 целых вымытки. Вот один взял, второй целый вымытку в конце брошен. Потом третья половина вымытки вымотана брошен. И 2 так, дали. Марик, по метру, по 2 хватало. Здесь нихуя. Да. Ну, что-то да. Я тут выходной, там убежал. А, кстати, там... Тишина сегодня, ребята. Погода поменялась и все. Пиши пропало. 11:51. Самый такой сейчас пик. 2 дня до этого ловили прям прекрасно. А вот сегодня вообще. Хотя подкармливаю. Вообще. Ты что, какой-то бык? Вот какая-то мелкая рыба. Тишина. Одного поймал и все. Парни приехали, покушали шашлычка. Вчерашнего разогрели макароны. Серега поймал там одного. 5 сработок было. 5 сработочек. Да. Как-то так оно. Сегодня вообще грустно, скучно. Ну ничего не поделать. Ничего не поделать.
Сидим, что, ждем. Паша сейчас поедет в деревню. Позвонил там мужичку, ну, который уже живца ловит. Возьмет на вечер живца. Мы обменяемся все здесь. Что-то, может, переставим. И как-то так. Ну, потихоньку уже заканчивается рыбалка. Ну, у нас еще, конечно, сегодня, завтра. Ну, как-то так. Так, из рыбы что у нас получается-то? Штук 4, наверное, 5 судачков и штук 4-5 щучек у нас. Ну, лещей, конечно, мы нормально половили. 2 майки полные. 2 полные майки. Сегодня хотели рыбу пожарить на вечер. Ну, пока вот только один подлещик. Надо еще, конечно, щучку какую-нибудь поймать. Было бы вообще классно. Братулец у меня вот вроде отходит от болезни. Самое главное. Немножко хоть оживет. Подожди. Ага. Андрюха дал прокатиться. Ну что, снегоход есть снегоход, ребята, правильно. Он остался такой. Уже нормально пробежал, ребят. Неплохо, так скажем. Красота. Сейчас приехали на базу кое-что взять. А хозяин приехал. Это все погоди, так скажем. Паша хочет поговорить с ним, встретиться. В общем. Тишина сегодня по рыбалке, ребят, вообще никак. Плоховато. Плоховатенько, плоховатенько. Ну, а что поделать? Ничего не поделаешь. Ну давай, Серега, даже любили. Сегодня у нас, как говорится, прощальное. Ой, Прощенное воскресенье, да. Вот. Хочу, может быть, даже сказать, попросить прощения у всех живых, у всех, которые что-то я где-то в жизни в это сделал, может быть, не так, может, кому-то насолил. Ну да, это такое есть. Может быть, где-то кого-то грубым словом обидел, ну, хотя стараюсь так никогда себя не вести. Может, где-то кому-то что-то не додал, может быть, где-то кому-то что-то, как сказать, Передал, да, можно даже так, ненужного. Да, ненужного, да. За все прошу прощения. Ну и хочу просить еще, конечно, прощения вот у своего отца, которого нет в живых. Но я часто не обращал на него внимания, а он меня ждал. Он ждал меня на даче. Я что Максу сказал? Он звал всегда меня на рыбалку. Он не на рыбалку, он охотник. Он всегда меня звал. Я что Максу сказал? Цени это время, когда ты с батей двигаешься. У него было 2 ружья всегда. И одно было для меня. А я этого не ценил. Хочу у него просить прощения. Давай, Серега, не раскисай. Так что любите своих родителей. Вот цените бабушек, дедушек, родителей. Будьте всегда рядом. Да. Вам плохого никогда никто ничего не сделает. Да. Плохого никогда не скажут. Еще, Серега, такой момент, родню никто не выбирает. Нет, конечно. Она как бы есть. Ты себе родственника не купишь, да. Родного. Да. Я имею в виду, что родню ты не купишь ни за какие деньги. Давай, что ты расписывай, Серега. Ну, я такой. Давай. Я просто... Прощенного воскресенья. Прошу прощения, в общем, у всех, ребята.
Андрюх, я такой эмоциональный. Взял из раскис, короче. Изначально. Сюда. Ну на задний. Да, эмоциональный. Давай, братулет. Спасибо тебе огромное. Юня, спасибо тебе. Настоящие Давай. мужики, ребята. Настоящие мужики. Настоящие рыбаки, настоящие мужики. Они здесь. Они там и где-то, они здесь. И тут он ловит. Да, но настоящие мужики не только здесь, они еще и там, вот, где Андрей. Нас много, ну Нас много, нас проскидал, да. проскидало. Надо искать, Но мы короче. стараемся, мы ищем друг друга. Да, да. А кто ищет, то всегда найдет. Настоящие, как говорится, парни, они всегда встречают, они всегда найдут друг друга. Да. 100%. Поэтому, Вообще, да. я рад я. Брюня, спасибо тебе, что ты здесь, на нашей Тверской земле. Ты знаешь, просто приятно. Теперь я буду вас ждать на моей земле. Помнишь? Обещаю, что мы Приедешь. приедем. Приедешь. Может быть, в этом году не получится, но через год приедем. Обязательно. Если не получится в этом году, потому что у нас запланированы уже были мероприятия на этот год, поэтому, Понятно, да. то есть, а со Ну, следующий сейчас год, думаю, что Сейчас есть. связь есть, будем поддерживать. Вот такой классные парни. Все, ребят, на связи. Вот, ребята, берите на вооружение. О, смотрите. Раз. Бля, ну На вообще зоне. класс. Вообще класс. Раз, два и все. Стоит как копанный. Блин, красота вообще. Вообще бомба. Ну все, Серега уехал. Блин, ну такие мужики, ребята. Андрюха еще остается. Он постоит здесь еще 2-3 дня, получается. А Серега уехал. Ах, ребята, как я прожигаю дни. Это вообще ужас. Это просто не передать словами, ребята. Охренеть, просто охренеть. Я даже не знаю, как сказать, ребята. Это, блин, настолько, конечно, это круто. Базара ноль. Не у всех столько времени, конечно, но я прям вообще не знаю. В общем, опять, ребята, у меня новые знакомства, новые пацаны, которые в Твери меня всегда поддержат. Это, блин, это круто вообще. Вот такие парни. Вообще класс. Давай, братан, хорошей дороги тебе. Ну, а мы продолжаем, ребят, немножко рыбачить. Посидели сейчас в палатке. В общем, Андрюха ездил, у нас была сработка. У нас пошел дождь. И попалась щучка, ребята. Вот такая. Братулец у меня тоже поймал еще лещечка одного небольшого. И я его отвез за живцом. Потому что вечером мы сейчас все будем менять. Так что сегодня жареха будет. Будем кушать жареную рыбу. В общем, ребята уехали. Но Андрюха здесь остается. Он переехал в ту палатку, получается. И, в общем, такие дела. Прожигаем дни прям капитально, ребята. Ах. Ну что, посидим, подождем Пашу, порыбачим немножко. Блин, так привык к пучковязу, ребят, что вообще класс. Вообще тема. Мне прям нравится. Мне прям нравится. Раз, и все. Вся любовь. Четко. Поехали. Кто-то есть небольшой, ребят. О, сорога. Сорожка. Фига заела. О, какая. Пока тут расставляется, я смотрю, поклевки.
ну нафиг. Там запутано, ребята. Хапнул тут. Ух ты, блин. А что такое за хрень? Почему он так? Подлец, ребят. Подлец. Выложил, блин. Только хотел до него дойти. И смотрю, у меня тут все запутано. Тут, короче, пока я был, пока меня тут не было, нас вот не было. Тут у нас кто-то, короче, засел, походу, на крючок и собрал все махом. Все эти собрал удочки, поводки, блин. Охренеть. Да. Ну вон, смотрите, подлещи так поклевывает. Поклевывает что-то. Сейчас только надо определиться. Что-то. Опа. Клюет, зараза. О, после обеда начал, ребята, брать. Опа. Выложил хорошо так. Угу. По красоте. Есть, ребята, блин, насадиться не дают, а? Смотри, на мормышку опять хапнул. На мормышечку хапнул. О, небольшой, конечно, но приятно. Андрюха поехал вещи отвозить. Палатку одну собрали. Чтоб не могло в санях, поехал отвозить. А бразулес у меня где-то пропал. Нормально, ребят. Видите? Сегодня он вечером вышел. Сегодня он прям вечерком вышел. Так, блин, я до сих пор вожусь, ребят, с удочками. Ё-моё, блин. Выкладывает. Тут поводок убрал. На мормышку чисто постоим. Угу. Иди сюда, брат. Ни хрена себе. Да ну нахрен. Видали батон? Батон какой, ребят. Охренеть. Вот это батон. Я еще эту не поставил, ребят. Смотри какой. Вот моя рука, вот батон. На поводок хапнула. Бля. Жесть вообще. Кормить надо, не надо кормить, блин, а? Я даже не знаю. Вот это нормально я подсел. Днем вообще сидели, тут тишина. А тут поперло. Вообще поперло. Дайте насадиться, ё-моё. Четвертую поднасадить дайте, а. Дождь херачит, ребят, как из ведра, как и обещали сегодня. Блин, это же жесть. Бывает, нет, ребят? Такой бешеный клев, пока расставлялся, и бац, все. Хорош. Прекратилось все это дело. Так, ладно, что. Сегодня рыбу обещал Паше приготовить жареную. Сейчас почищу рыбу и на базу. Андрюха приедет. На снегоходе умотаю отсюда нафиг. Как что творится вообще на улице. А жерлицы уже потом подождут. Как-то так. Сорожку тут сейчас подлещика и щучку почищу, и нормально будет. Да, ребята, ливень просто начался. Вообще капитальный. Сваливать надо отсюда. Ножи мы все подарили, блин, с Пашей. В общем. Я помню, у Пашки где-то здесь
рыбочистки были. Хорошие, кстати, причем. Нормальные. Да, вон. У братухи здесь все есть. Вон она. Ребят. Я хоть так почищу, а дома уже открою. Потому что ножи мы все, раздарили. Пацанам без ножей остались. Такая штука. Сейчас пойду почищу рыбейку. Погодка, ребята. Мать моя женщина. Да, крепит. Крепит и падла. Андрюха приехал тоже. Там сработка, говорит, была. Пол рыбины, говорит, сожрала, говорит, просто. Какая-то машинка, походу, хапнула. Андрюха, наверное, довезет меня. Вообще жесть. Просто мы обещали. Нет, сегодня мы, наверное, не выйдем с Пашей. Завтра пойдем, скорее всего. Не дай бог еще мороз, потом ночью бахнет. Все, это будет хана. Нафиг все примерзнет, все приклеится, блин. Все жалятся точно, там хана будет. Ладно, пойдем чистить рыбу. Хорош базарить. А, хорошо херачит, а? Сейчас вот почешую, чтобы дома не чешуить. Меньше возни, чтобы было. Ну, хорошенькая, да, ребят? Сегодня нажарим. Красота. Бля, погода, конечно. Жесть. Ну все, ребятки, что, добрался до избы, до домика. На улице вообще не погода. Дождяра херачит, страшное дело. Братулец у меня плохой вообще. Опять плохо стало. Ну что, в общем, дела какие. Рыбку пожарю сейчас, приготовлю на ужин. Почистил щечку и 2 сорожки. Леща забил. Морозилку, ребят, у нас рыба вон полная. Там все полная рыба. То, что вы сейчас поймали, все замораживается. Вот. Андрюха довез меня. Красота. В общем, Андрюха сказал,
Сейчас рыбу почищу. Приезжай. Он на 5 дней здесь. У него, то бишь, домик там далеко. Я говорю, приезжай на ужин, покушаем. Сейчас рыбки пожарю. Позвоню и приедет. А вечером, наверное, скорее всего, ребят, дождь закончится, дай бог, и пойду переставлю все полностью. Ножи все раздарили, но в прошлую поездку, ребят, я Паше делал такой подарок. Это нож от компании Русберг 95Х18 кованая. И видите, такую гравировочку делал. Паша его с собой взял. В общем, красота. Вот такие ножики, ребята. Блин, красота, четко. Я старался в ту поездку сделать такой универсальный, получается, видите, венги, шкуродерочка такая, спуск такой широкий. Ну, мне нравятся такие ножи именно вот. Рыбку порезать, мяско, ну, в общем, ну, под грибочки такой средний. В общем, ребят, кому интересно, заходите, заказывайте ножи, гравировочку делайте. Ребята делают. По промокоду Дрюня 10% скидочка. Так, ну ладно, я сейчас спущу, ребята, кишочки, так скажем. Острющие ножи, класс. Вон сорога тоже, ребят, на икре, смотрите. Главное, почешу его. Остальное мелочи жизни. Щучка такая кило 300, наверное. Ну, тоже икорка, ребята, есть, смотрите. Вся икряная. Вчера я засолил икорку. Ну, это сейчас пожарим. А вчера я засолил. Это Паша супруге повезет. Вон такая баночка, ребят. Красота. Оставляю все как есть. Я сейчас начал рассказывать, как в среду я до ночи здесь все разбирал около избушки. Ладно, друзья, давайте. Огонь. Нож. Ну и вот старый лимит, 4 миллиметра он случился, он уже вообще не будет. Ну все, готово. Запыляем сковородочку. Нашу сковородочку. Масло не жалеем. Любим масло жарить. Прям в масле. Все. Ну и все, пакетик, ребят. Посолили, поперчили. Братулец мучку взял. Даже вот с вами ездил, прикупил. Но муки здесь не было. Все, ребят. И, в общем, что, как обычно, в пакете. Всегда готовлю, ребят, в пакете. Что в тайге, что дома. Минимум у нас мусора, грязи. Вот этого, знаете, мышной этой пыли. Кто жарил, тут сталкивался, тут, наверное, понимает. Все, и погнали. Наших городских поближе к деревне, как говорится. Раз.
Два. Так, у нас тут сколько? 5 кусочков, наверное, влезет. 3. 4. 5. И все. И вот такими телодвижениями мы это все делаем, обволакиваем. Со всех сторон. Все, и погнали. Погнали, ребятки, жарить щучку. Оп. Кайф. Она идет так немного. Или перевернем, идет нормально. Нет, там они такие батончики, там леща перевода, это же, братан, повкуснее будет. Нет, сорога она жирнее, Да. она вкуснее, чем леща. Понятно, я просто только помог, когда ты пришел. Я когда начинаю кушать, короче, у меня кашель перешеет чуть-чуть. Я даже ночью в 2 часа ел, сидел, чай пил, говорю. Потом попускал. Я спал. Да. Хорошо. Нет, убирал, стирал, готовил. Да, ты обоишь, тоже плохо. Да. А что я лег и не так, и кашель. На ночь, когда сухой, это вообще жесть. А я что без тебя? Братуха, братишка мой, ты мой брателло, мой брателло. Сейчас что-нибудь дам тебе. Кто пришел? Всех уже тут отшпилил, блин, а? Кабан. Всех отшпилил уже, всех. Чего мокнешь-то? Иди под крышу заходи. Ловишь. Добрый вечер, ребята. Ну что? Погода, конечно, дрянь. Сегодня вообще. Дождь не прекращается, 7 час вечера. Пригласили Андрюху покушать. Нажарил щуки. Красота, свежая, ребята. Вот эта рыба, кто бы что ни говорил, свежая рыба, она есть свежая. Когда она только тряслась, и прям сейчас сразу ее жаришь. Сочная, она вкусная. Она везде такая. Красота. Пашке плохо. Но вроде как нормально борется. Бродяга мой ходит. Да, братуха? Да, братуха мой. Красавчик. Всегда ко мне приходит, всегда я его кормлю. Так, 30 живца, ребята, есть. Надо все менять, все выходить. Короче, одеваемся сейчас. Андрюха меня забрасывает и, в общем, поедем поработать. Такие дела. Ну да, крайняя ночью надо делать вещи. Хотя в такую погоду, блин, выходить даже неохота, на самом деле. Ну, вроде как-то так. Все, погнали. Чё. Да, братан? Братух,
Красавец, ну. Живая. Не везде, ребят, мертвая, конечно, живая. Ну так. Много мертвых. Кстати, хотелось, ребят, поинтересоваться, кто сколько стоял на рыбалке. У меня 10-й день получается, оно будет с рыбалкой, да? Ну плюс дорога там, понятно, не считается. В общем, неделя, так грубо говоря. А так я стоял, ребята, 12 дней. 12 дней на рыбалке я стоял. Ну прям плотно, это без дороги. Так с дорогой у меня получилось 2 недели, когда я выезжал. Такую экспедицию получается. Ну и как бы жили тоже в избушке. Готовили сами себе питание, там мыли, стирались. Напишите, ребят, кстати, кто сколько стоял вообще. Кто насколько максимум выезжал. Я имею в виду вот так. Ну понятно тоже, то, что домик, так вообще, ну как бы тоже это лайт. А так будет интересно, ребят, сколько кто где стоял, насколько вообще времени выезжали. Будет круто почитать. Дождь херачит, погнали. Ну все, ребятки. Обошел полностью всю территорию. Загаров у нас не было. Живца 50 на 50 получается живой. Все, сейчас жду Андрюху. Андрюха там тоже переставляется, в общем. И как бы еду домой. Зашел в палатку, включил свет, у нас здесь освещение есть. Дождь херачит, блин, на улице. Такие дела. Удочку поставил. Ну, буду ждать Андрюху. И, короче, домой. Вот что, очередной день, ребята, подходит к концу. Завтра крайний день получается. И будем уезжать. Закончилась экспедиция. Заканчивается, точнее, еще не закончилась, но заканчивается. Так что, вот так вот. Дождик фигачит. Доброе утро, друзья. Ну вот и наступил крайний день. Пролетело просто вот так, как одно мгновение. Мы по стандарту проснулись, позавтракали. Дома небольшой марафетик. И, в общем, на лед. Сегодня стоим
до 2, до 3, наверное, и будем снимать жалиться, потому что вечером уже поклевок нету, а в час, в 2 ночи мы выезжаем. Сегодня, завтра у меня поезд. Целый день шел дождь, точнее целую ночь. И вчера целый вечер. Скорее всего, сегодня будет целый день идти. Вот с дождем сейчас, конечно, махом все подтает. Ну чё, погнали на лед, поглядим, посмотрим. Может, что-то в дождь-то шевельнулось, а? Как вы думаете, ребят? Такой туман стоит. Вчера жалился, вечером расставлял, ну, точнее, менял живца. Прозрак был вообще ужасный. 30 метров и ничего не видно. Андрюха уже на месте. В общем, и мы потихоньку собираемся. Погнали. Так, друзья, выскакиваем. Телефон, за телефоном пошел. В общем, есть загар, Андрюха отписался. Андрюха на дальних уже одного снял у нас, судачка. Вчера, кстати, он щучку поймал тоже, ну, на наши жерлицы. Жерлицы падали, он на снегоходе ездил, доставал. Ну и, в общем, 3-4 говорит, флага здесь горит у вас. Видать, походил, поклювал. И он одного тоже поймал. Два подъема, говорит, было. Ну, сейчас придем, посмотрим. Что, 5 сработок, друзья. Прям сегодня хорошо. И плюс еще Андрюха поймал одного. Все бы они были результативные, это другое дело. Вопрос в другом. Ну, 5 штучек, посмотрим. Ну да, чуть-чуть осталось. Может, и плюнул, выплюнул. Сегодня. Или? Все, что-то натяг такой был. Нет? Мотал хорошо. Опять пожеванный. Разбил, он вообще жестче. Я не понимаю вообще. Вот. В этом случае, конечно, возможно, Типа зацепили. Чего, почему не ждет, не пойму. Обычно все в заглотку чуть-чуть так. ну давай, пробуй. Так, полная, друзья, вымотка. Ну что, будем брать. О, протух. Есть. Судачок? Хороший что-то. Сразу пошел на тебя. Килограмм железно 1,5 есть висит. А то и по 2, наверное. Вот, пошел гулять. О, хорошенький. Идет, да, братух? Да, конечно. Ну какой дерзкий-то, смотри, красавчик. Сударь, успокойся. Ну да. Ничего, вот здесь есть. Такой мощный. Что-то уже пойдет. Движуха началась. Сударя. Что-то пойдет. У кого? Автограф ставил, да? С ними базарить надо аккуратно. Да, Шипованные, блин. Ерши. шипованный. Надо было его успокоить чем-нибудь. Зачем мы не берем с собой ничего? Давай. Тут еще пустая была. И вот последняя. Делаем ставочку. Полная, ребята. Я не чувствую. Ага. Я говорю, Блин, а? Да, сбивает. 4-1. 4-1, да, хапает, а. Ну вот, ребят. 4 штучки сегодня у нас. Этот красавчик, конечно, хороший. Ох, жареный-то, а. Пойдет. Ну я ничего не говорю, но это самый крупный за поездку. Такой, видите, ребята, раз, два. Такой желтый, такой красивый. Эти темные какие-то бродяги. Как удобно, ребята, опять в гости пригласили. Андрюха тут котлет нажарил. Давай, говорит, мужики, обедать.
Ну так, классно. Домик даже не ходим. Да ладно. Все. Ну, Андрюхи поклевывают тут, ребята. Подъемы, да, Андрюх? Да. Надо вот успевать вот этот подъем, ну. Вот подъем, сразу надо, да, если не успел, Да, все да, бросает. да. Красота. О, есть контакт. Это в это ведро, да, Андрюха? Это в это ведро. Сортировка сразу, ребята, понял? Опа. Да, чтобы вот так потом на льду не Да, сидеть, да. не раскладывать. А так круто, вон ведро, да, па? Тоже бац. И знаешь, что удобно? В машине не воняет, ничего, крышкой закрыл и повез. Все эти, ну я просто не решатник, а все эти вещи удобно, когда вот он двигается. Ну он вот, пешком. да, конечно. Конечно, все сделаешь. На лед затащил, что надо. Да. Баллоны, газ, и живи тут вообще. мне Я бы еще жил, надо. бы кайфовал, у нас бы тут клювало, да. Сейчас построишься, технику купишь, будешь так же, поставишь палатку, она и будет так же стоять. Конечно. Да я еще, Андрюх, я же не лещатник был, я как раз. Потушили палатку. Все. Пашу палатку оставляет здесь. Толя. Луки закормлены. Вот у нас подлещик вчерашний мой. И 4 судачка. Красота. Сударьки, братан. Да. Ага. Это, наверное, Андрюхе закинем ведро. Да, все, уже не буду. Чисто пускай судари будут. Вот этот хороший. Братан, я хотел что-то другого поймал. Смотри, какой есть. Все, пошел. Давай, братух. Есть? Что, поинтереснее, Андрюх? Да, что там? Ну не ёрш. Ага. Хорошо. Да подожди, сейчас я тебя сниму. Да. Ну, подошел, видать. Ага. Только ветер еще сильнее стал. Ветерок, да. Палатки, конечно, поприятнее, но. Палатку бы сейчас, да, спокойно сидишь. Андрюх, ну-ка прибанами замотал на тебя. Ветер как раз. Ёрш, что ли, опять? Ерши, блин. Динозавры. А налим есть, Андрюх, здесь? Я ни разу не ловил. Кто-то говорит, есть. Ага. Вот на селигере ловил. Знаешь, как на это, днем ставлю на щуку, а на ночь просто тупо на дно втыкаю. Угу. Утром приходишь, 2-3 сработки. Ну не крупные. Понял, понял. Хорошего не было. Есть? И берет-то высоко, блин. Высоко, высоко, сантиметров 40 поднимал. Ну, Андрюх, пойдет. Пойдет. Я вот на игру, Андрюх, люблю ловить. Постоянно.
Тоже мне нравится. Ну, поинтереснее. Ну, поинтереснее, да, азартнее. Так сидишь как будто. А тут удочка всегда в руках, знаешь. Контролируешь постоянно. Малейший поддев. Все, да, Да. видишь, ты уже. Ну вот минус, что, конечно, без палатки это да, это вот все разлетается, все зацепляется. Угу. Слушай, хороший, Андрюх. Да, я чувствую. А у меня, блядь, тут Ох ты. Слышь, там, Андрюх, лещ. Ну, тяни потихоньку. Ну, я понял, тяну. Блядь, за мой сапог. Андрюха, Тяни, не ссы, не ссы. да не ссы. О! О! Пойдет, да? Мало. Но не считается, Андрюха, напополам. Заберешь себе. Да не, я имею в виду этот. Ты подсек, я поймал. Подожди, я не тяну леску иду. Вроде нет, Андрюх, нормально. Закидываю я леску. Стою. О, блядь. Экземплярчик. Пойдет. Класс. Четко. Раздача продолжается, ребят. Братульца что, отвез на базу. Потихоньку сборы туда-сюда. Че, говорит, посиди, говорит, еще порыбаль. Ну все, уже там у себя собрали. На снегоходе завез и с Андрюхой, думаю, порыбачу. А в палатке перестал клевать. Перешли на старые лунки здесь вот. Тоже стояли мужики. И вот, нормально. Сейчас он лещка зацепил. Красота. На игру, на черта вот Андрюха ловит. Ну, в общем, кто лещатники, тот в курсе. А я кайфую. Приятно. Сейчас на Андрюха ведро тут набахаем. Ну. Пока ждалицы молчат. Есть контакт. Вот так, ребятки. Подлавливаем чуть по чуть. О, кучка какая уже. Можно ловить леща, здесь можно заниматься с этим делом. А сейчас пойду уже тоже. Домик помыться надо. Киморнуть немножко. Потому что ночью будем выезжать. Так, Андрюхе компанию составлю. Андрюха тоже приехал на неделю. Плюс-минус. Ух, ребята. Сюда когда приехали, тут еще по тропинке снег был. Все растаяло. База пустая. Тишина такая. В эту поездку в баню не сходили. А что, братулек болеет. Баня нельзя. Коты встречают уже, ребята. У меня рыжий где-то тут. Брат мой. Брат. Мощно. Красиво, ребят. Везде красиво. Где нас нету, как говорится. Да, брат? Или ты не брат, сестра? Или ты мать? Вот, ребята, они. А? Красота. Сейчас как лупанем.
слюнки текут Кто-то вообще. под коньячок, а кто-то под Чаечок. Там же сам знаешь, братан, муж, Тверь, жена. с медиком. Да, ну ничего, каждому свое. Да. Ладно, в следующий раз еще. Уже где-нибудь. Нормально. А таких мамашек, ну, это что же канал уже. Не поплавал даже, чтобы никогда там живец достали. Окунь. Катит. Пойдет, да? Да. Так тебе не нужен? Нет. Блять, ошибка. Так, друзья, ну чё? Погнали сниматься. Время 10 вечера. С Пашей бургеров хаванули, потом посидели. Музыку послушали, а потом, короче, еще картохи нажарили. Переели, еле сейчас дойти бы до места. Ну, короче, погнали. Андрюха там ждет нас. Где-то там. Ну, карасик живой. Полетит в озеро, что? Давай, братик, свобода тебе. Свободик тебе. Ну, пару оборотов там осталось. Будешь тянуть? Давай, работай. Да, то же самое. Да? Блин. Я не могу понять, я говорю, вот, Андрюх, еще говорю, хоть такая вот мудисть, хоть тройникиста, чтобы хоть нечаянно зацепился. Как тот раз, помнишь, да? Я тебе Паш, говорю, братан, с Новым Он годом. хапает и все, и вот Те так. года никогда такого не было. Он опять порвал ее, блин. Если приходишь, вымотка 100% сидит. Причем это мудрит, это что-то не знаю. Непонятно. Вот это волосам что идет такое? Фиг его знает. Как будто с двух сторон, Да. главное, так ровно. Причем, Чуть-чуть вообще так клычками, чуть-чуть прижал. причем мудрит-то судак. Щука она, ну помнишь, Да. если вымотка заглот. Не, щука обычно, да, она жаднее. И она или просто носом бьет, или, ну, уже жрет капитально. А тут вот первый раз я это обнаружил, на Новый год началось. Раньше те года два никогда такого не было. Приходишь, вымотка сидит, заглот. Вот и все, ребята. Сегодня больше не поймали. Плотвичка живая. Отпускаем. Я никогда не мучаю, бросаю. Может, выживет. Кого-то покормит. Или сама вырастет. Что упало? Двойник упал. Давай не ну, ты сейчас, короче, с корабля на бал. Прям приезжай на тофик и выставляться. Да? Да. Все, жарить, все готово. Ну там опять экспедиция намечается на озеро. Тем более. Мужики зовут там за налимом. Вот поеду с новыми жерлицами. А двойник тоже на ним пойдет, да? Конечно. Да только двойник. Ну все, ребятки. Час 02. Точнее, час 22. Полетели мы до Москвы. Спасибо милому дому. Поем к другому, как говорится. Все, летели.
Ох, не спали вообще ни хрена. Не спали мы вообще. Все, машина полная. Че, братан, поехали? Да, погнали. Все. Полный багажник. Вообще Все стандартно. опять наловили. Ну теперь крепись. 5 часов дороги, блин, на Москву. Спать уже хочется. Вообще. Еще не выехали даже. Все, закрытие, братух. Да. Теперь до первого льда всё. только. А, ну хотя здесь ты, может, и будешь. Не, я рядом за грибами стал. Толясь где-то там, давай. Да-да. Час ночи, друзья. Мы собираемся домой, уезжаем. Закончилась, ребят, еще одна эпопея рыбацкая, рыболовная эпопея. Она не может быть одинаковой. Вроде то же место, та же рыбалка. Но, ребят, совсем все по-другому. Все совсем по-другому. Но теперь сложная дорога домой. Она у меня занимает почти 2 дня. Ну, я имею в виду выезд, поезд и так далее и тому подобное. В общем, дорога домой. Ну, дорога домой, друзья, она не кажется очень долгой. Она все-таки дорога домой. Огромное спасибо хочу, конечно, сказать Толе. Толя, без этого человека бы не было вот этой палатки, этого уюта, потому что Толя самый главный вожак там, и все для нас он устроил, именно палатку, лунки. Мы уже приехали на готовое. Познакомился с ребятами. Андрюха красавчик, настоящий рыбак. Спасибо тебе огромное за технику. Без тебя последние были очень тяжелые, так что, Андрюха, тебе огромный привет. Ну и, в общем, конечно же, напарник у Андрюхи Серега с сыном. Серега прям душа. Серега прям душа, очень душевный, очень искренний человек. Прям такой, знаете, вот Тверь, Михаил Круг, вот это он. Ну и, конечно, братулец мой. Он мне уже как брат, по-другому я его не назову. Это брат Паша. Без него вообще бы ничего не было, вы бы это не увидели. В общем, братулец теперь это мой брат. По жизни покровно. Брат, приезжай ко мне в гости. Я постараюсь организовать на таком же уровне. Ребят, душа раскрыта, душа поет, и немного и соскучился, потому что, ну, все-таки 10 дней с дорогами, там, плюс-минус, меня не было дома, все равно есть тоска, потому что дома ждут меня близкие, это мама, это жена, это дочка, девчонки, которыми я, как один-единственный мужчина в семье, как говорится, без них никуда, и они без меня никуда. Братулец меня, как обычно, сопроводил прям до самого поезда, помог занести вещи, особенно подарки, потому что подарков вез я очень много. Москва, вокзал, все, потихоньку попылил себе домой. Чух-чух, ну в поезде уже намного спокойней, можно сходить умыться, можно сходить попить чаю, можно сходить в туалет, в общем... Очень тяжелая дорога в этот раз получилась. Мы не спавшие, поехали. И за всю рыбалку тоже намоталось. В общем, я решил в этот раз в поезде просто отсыпаться. Хотя я не могу, ребята, спать в дороге. Но в этот раз я просто спал. Приехал, в общем, огурцом. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Друзья, всем привет. Огромный. Меня вы чуть-чуть уже знаете по первой нашей экспедиции с Андреем в Тверь на рыбалочку. Вот, в общем, стырил камеру у Андрея. Походить с вами чуть-чуть поболтать, рассказать о рыбалке. Так я к ней, конечно, собирался, столько настраивался, но, блин, я заболел. Вот. И заболел в самый крайний день, когда ехал уже за Андреем. Вот. Почувствовал себя плохо. Думал, может быть, повезет, пронесет. Но не тут-то было. В общем, приехали. Смог только выставиться. А дальше становилось все хуже. И, в общем, тянул эту рыбалку в основном Андрюха.
Вот я провалялся все эти дни. Андрюха меня и лечил, и кормил. Вот. Крайний мой выезд, там хотел сезон закрыть. Но вот получилось так, вот его и закрыл. Вот. Тут, слава богу, приезжали ребята, Андрюхины подписчики. Вообще молодцы, просто такие прям парни. Веселые, добрые. Ну, рыбаки такие, они рыбачки тоже. Ну вот. В общем, нашли они меня, как они. Наши ролики те посмотрели, нашу поездку. В итоге так получилось, что они были тоже здесь и стояли от нас там метров 500. Ну, вот. Ну, конечно же, не знали, что Андрей тут. И когда узнали, как они зашли в магазин, тут один магазин на это все село. Вот. И они вообще узнали, что мы тут были по месту. Ну, тоже часто сюда ездят, как я. Вот. Потом в магазине они спросили. Вот, а в магазине и мой номер телефона знает все. Алла там, женщина, она говорит, да у меня есть типа Пашин телефон. И вот Сергей связался со мной. Вот, и попросил, если когда-то еще Андрей приедет, чтоб я ему сказал. Но в итоге, конечно, я ему пообещал. Вот, сразу не говорил, что мы собираемся. Ну, там все не точно еще было. Но в итоге я сказал, он обрадовался. И вот они прилетели сюда. Вот, Серег, по-любому будешь смотреть, тебе привет. Максу тоже привет. Андрей, еще тоже подписчик, он здесь на льду. И в данный момент на льду сидит. Сейчас, может, покажу, пойду. Но не видно, уже, наверное, темно. У нас сегодня крайний день, мы собираемся. Сейчас еще желез снимем. Но в итоге они приехали. Вот, мы приехали, получается, во вторник. В среду. Мы приехали в среду, они приехали в субботу. Ну вот, и благо они Андрею чуть-чуть помогали. Вот. Они, конечно, приехали, вообще красавцы. Они там и шашлыки, палатки выставили. Ну, такие мужики прям. Вот. Молодцы, молодцы. Привет огромный. Вот, ну, конечно, мы тут с ними свидимся. Теперь тоже понимаем, что ездили в одно место, но чуть-чуть прям не пересекались. Я потому что езжу тут в одну базу постоянно, а они в другом месте снимают. Ну, у них там палатки, все тоже у них там нарядно. Ну, молодцы ребята, выставились там рядышком. Вот, ну вот, в общем, Андрей вывозил всю эту рыбалочку, считай, один. И в домике там все это. И... Ну, конечно, еще благодаря ребятам я выезжал на лед, они меня возили, ходить далековато. Чуть полегче становилось, конечно, ноги буксовали. Но, естественно, меня туда тянуло. Ну, хищник нас не особо баловал. Вот. Ну, так рыбку половили. Андрюх, слава богу, поймал своего судака. Больших не было, мелкие. Вот. И вот сегодня проклевалось как раз нам уезжать. И вроде как судак вышел. Вот. Ну, рыба вся была, вроде и щука, и лещ. Думаю, Андрюха в любом случае получил удовольствие. Я-то хотел, чтобы он судака поймал, но... И он его поймал. Не крупного, но поймал. Сегодня у нас сборы. Я говорю, желез одни остались. Сейчас машину загрузите. Ночью поедем потихоньку. Вот. Толя. Знаю, что Толя тоже будет смотреть. Это мой знакомый здесь. Он уже Андрюхин подписчик. Тебе спасибо, Толь. Ты красавчик. Вот. Он заранее мне поставил палатку. Он кормил. Вот. И то есть мы приехали, уже сели, там все закормлено и ловили. Ну, нормально, лещ клевал, хорошо. Андрюха тут хорошего леща брал. Я так тоже половил чуть-чуть. Вот. Так что, ну, я думаю, что рыбалка все равно удалась. Отдых, рыбалка. Вот. Поэтому, так что, вот такая вот поездочка для закрытия сезона. Как я мечтал, столько я собирался, столько строил планов. Я хотел, конечно, полазить. Я любитель все это там на одном месте не стоять, а буриться, ходить туда-сюда. Ну,
Андрюх там переставлял, конечно, все, молодец. Один, конечно. Но вот я говорю, благодаря ребятам ему хоть не скучно было. И там и хоть возили туда-сюда. Там, у них там и тафалар, и снегоход, ну, там на видео увидите. Вот. Ребята чуть-чуть, конечно, да не чуть, а и помогли. И Андрюх там кормили на льду. Я за это всегда переживаю. Но особо не готовил в эту поездку. Половину продуктов повезем обратно. Вот. Сейчас пойду попробую вам показать водоемчик. Там темно уже, правда. Ничего не видно. Может быть, Андрюхина палатка, я сейчас выходил, там сидит он, свет горит, мне, может, видно будет. Вот. Ну да, отсюда я вижу ее. Вот. Так что с Андрюхой мы еще попрощаемся. Ну а Серега, сын, у него Макс, красавчики. Вот, большой привет, конечно, им. Они знают, что в любом случае будут смотреть, ждут все это. Вот. Сейчас вот покажу вам водоемчик. Я еще сегодня на него зайду. Жерлицы у нас там стоят, решили их не снимать сразу. Вроде судак что-то зашевелился, крайний день, как обычно. Вот. Может быть, еще что-то попадет, потому что Андрюх вчера часов в 9 вечера снял судачка хорошего. Вот. Вон там его палаточка светится. Не знаю, видно вам будет, нет, там вдалеке. Один сидит там, никого больше нет. Ну, молодец, молодец Андрей тоже. Вот, что-то где-то ездил, там жерлицы поднимал, ветер, новые жерлицы не падали, вот старые мои, лед присыпать нечем, конечно, все валялись. Присыпать нечем, прижать нечем, периодически приходилось их поднимать, но Андрюх помогал, ездил. Вот, так что, ну вот такая вот у меня поездочка, вот, думаю, у Андрея на видео это мало, где, наверное, так решил с вами поболтать чуть-чуть. Сейчас верну ему камеру. Вот, через часик пойдем сниматься. Вот такая вот поездочка. Всем привет.